Я, конечно же, прежде всего вас приветствую. Мне отрадно, что даже в такой камерной обстановке мы начинаем наше общение. Наша тема беспроблемная – литература народов Арктики «Терра инкогнита». И начну я вот с такого буквально опуса. Когда организаторы Open лекций анонсировали мою лекцию, то журналист задал провокационный вопрос. А будет ли интересна беспроблемная лекция «Литература народов Арктики Терра инкогнита»? Проблемы нет. И вы знаете, я думаю, что, наверное, она все-таки интересна, потому что вы пришли в эту аудиторию, вы посвятили свое время, вы инвестировали свое драгоценное время для общения с нами на эту тему. Конечно, литература народов Арктики – это объект достаточно сложный, и в то же время это и объект, и предмет нашего интереса. И мне кажется, проблема заключается в том, что мы литературу народов Арктики, равно как и Арктику, мне кажется, совершенно не знаем. Мы не знаем ее в школе, потому что, к сожалению, мы в школе литературы народов Российской Федерации, нашей замечательной страны, в которой проживает очень много народов, мы, к сожалению, ее не изучаем. И даже живя в республике Саха-Якутия, надо признаться, что многие народы, которые живут здесь, это коренные, малочисленные народы, они для нас остаются неизвестными. И в нашей аудитории, быть может, не все могут сказать, где живут у нас эвенки в республике Саха-Якутия, где живут у нас юкагиры, где живут у нас долганы. И мы должны с вами познакомиться с этими народами и познакомиться с литературой, которую они создают. И прежде чем мы перейдем непосредственно к литературе, потому что моя сверхзадача познакомить вас именно вот с этой неизведанной землей. Конечно, мы не будем говорить очень долго, нудно о трудных вещах. Девиз этого лектория простыми словами об очень сложно. Наша сверхзадача – обозначить территорию, обозначить обрис, границы вот этого самого материка и попытаться сделать первые шаги, понять, что она из себя представляет, эта литература народов, как она зародилась, какие есть персоналии, кто они, те писатели, которыми сегодня гордится наша страна, но о которых мы почему-то совершенно ничего не знаем. Прежде чем обратиться к литературам, давайте разберемся, а кто же такие литературы народов Арктики? Сегодня все говорят об Арктике, потому что Арктика – это сегодня действительно фронтир, сегодня это геополитическое пространство, геополитический локус, где очень много держав, на которые обращают свое внимание огромное количество держав и сверхдержав. Но мы, говоря об Арктике, говоря о технократическом, технологическом освоении, о нефти, о газе, мы забываем о человеке, который там живет. И прежде всего это коренные, малочисленные народы Севера, которые появились на этой территории, по некоторым сведениям, почти 10 тысяч лет назад, со своей уникальной культурой, со своим уникальным языком. Малочисленные народы Севера, кто они? Это народы, которых насчитывается не более 50 тысяч человек. Причем из них некоторые очень большие народы, а есть среди малочисленных народов, я сейчас скажу каламбур, малочисленные. Есть народы, на которые насчитывается 30 тысяч человек. Это такие народы, как эвены, эвенки, ненцы. Быть может, я сейчас буду называть народы, о которых даже вы ничего и не слышали. Я обращаюсь к нашей очень юной аудитории. А есть народы, которых насчитывается чуть более 1000 человек. Например, народ, который живет в Якутии, один из самых древнейших, аутентичный народ. Это юкагиры. Они живут у нас на Колыме. Наверное, мы все знаем, естественно, вот наши молодые слушатели, они, конечно же, знают, что есть большая, замечательная река на севере, Колыма, Нижний Колымский район, Верхний Колымский район. Вот юкагиров в целом, которые проживают на Колыме и на Верхней, и на Нижней, насчитывается 1603 человека. И более людей нет. Есть такой малочисленный народ
самый малочисленный народ – кереки. Их насчитывается только 4 человека. И это народ. Это народы, которые теряют свою культуру. Это народы, которые теряют свой язык. Сегодня, конечно, очень много усилий прикладывается к тому, чтобы сохранить и язык, и аутентичную культуру, и традиционные виды деятельности. Потому что если не будет оленя, если не будет промысла, если не будет охоты, то народ исчезнет. Уйдет сначала его язык, потом уходит культура, а потом исчезает народ. Буквально остается фантом. Это о численности народов. Коренных малочисленных народов севера и вообще Арктики у нас в России по переписи населения указывается около 40. Из них 18 народов, 18, имеют свою литературу. Эта литература кардинально отличается от того, что мы привыкли с вами, то, что мы знаем. Знаем по школьной программе, знаем может быть, кто у нас любит читать, мы ходим в библиотеку, интересуемся то, что стоит на книжных полках. И надо сказать, что эти литературы, они имеют свою специфику, которая определена фольклором, потому что истоком, родничком для зарождения литератур народов Арктики является фольклор. И она кардинально, эта литература, отличается от того, что мы привыкли с вами читать у зарубежных или у русских писателей. На каком же языке эта литература создается? Это тоже очень интересный вопрос. И, конечно же, этот вопрос может быть и в нашей аудитории возникнуть. А как же вы, владеющие или не владеющие, языками народов Севера, изучаете эту литературу? В большинстве своем литература, конечно же, функционирует на родных языках. Но в литературах народов Севера есть очень интересное явление. Это действительно стилистический феномен, который называется русскоязычная литература. Мы знаем о русскоязычной прозе, о русскоязычной поэзии. Это литература, которая создается писателями, национальными писателями на русском языке. Почему она создается на русском языке? Не потому, что они не знают своего родного языка. Да? Мы знаем, что у нас было советское прошлое, которое я очень люблю, уважаю. Достаточно сильные были процессы, конечно, русификации народов Севера, но тем не менее язык сохранился. Но опять-таки в силу разных обстоятельств некоторые писатели абсолютно сознательно выбрали языком своего творчества русский язык. Я могу назвать такое имя, очень дорогое имя для нас, вообще для северян в том числе. Это имя чукотского прозаика Юрия Сергеевича Ртхеу, который писал исключительно на русском языке. Я сегодня принесла книгу, я сейчас ее покажу, я думаю, что она будет вам интересна, я обязательно это отправлю по нашим рядам. Я принесла книгу, это книга Юрия Сергеевича Ртхеу, одна из его последних книг, которая называется «Дорожный лексикон». Это очень интересное издание. Я думаю, что оно будет интересно абсолютно для любого возраста, потому что это книга, эссе, которая состоит из множества рассказов. Дорожный лексикон. Это рассказы от А до Я. И здесь он пишет о том, что его первым языком, конечно же, так как он вырос в чукотском стойбище у Элен, его первым языком, конечно же, был материнский язык. Это был чукотский язык. И когда он пришел в школу, он говорил исключительно на чукотском языке. Его в школе стали обучать русскому языку. И только тогда он увидел огромное количество книг, которые были написаны на языке, который он не знал. Но ему очень нравилось держать книги на русском языке в руках. И он впоследствии сделал все, чтобы выучить русский язык, выучил его, и русские книги стали для него, в общем-то, по сути, друзьями на всю его жизнь. А он прожил достаточно долгую жизнь, практически
практически 80 лет. И он говорил о том, что русский язык, стихия русского языка его захватила, и языком своего творчества он впоследствии выбрал все-таки русский. Почему это случилось? Это случилось потому, что ему было очень сложно через чукотский язык описать, с помощью чукотского языка описать многоэтажку. Там есть иранги, да? Там есть свой локус. И там совершенно нет больших домов, с которыми он встретился, будучи студентом Ленинградского педагогического института имени Герцена. И они его так поразили, и он хотел это все описать, но, к сожалению, ему этого не удалось. И впоследствии, он, может быть, в какой-то степени даже вынужденно, он перешел на русский язык, но благодаря этому нам, русскоязычным, тотально русскоязычным читателям и вообще всему миру открылся неизведанный, неизвестный мир чукчи, мир Юрия Рытхео, который с огромной любовью писал об охотниках, промысловиках, о тундровиках, чукчах. Он писал о своих соплеменниках. Если бы не Юрий Рытхео, быть может, тогда наши бы чукчи, да, так бы и остались, только бы героями анекдотов. К сожалению, ассоциативный ряд у нас только вызывают анекдоты, которые функционируют в достаточно большом количестве, да, вот в этом нашем городском фольклоре. Напрашивается, конечно же, вопрос. Если литература создается на русском языке носителем чукчей, эвеном, эвенком, юкагиром, ненцем, если она создается на русском языке, то эта литература чья? Она принадлежит русской литературе или она принадлежит все-таки ненецкому народу, юкагирскому народу, чукотскому народу? Какая это литература, чья она? И вы знаете, и здесь мнения исследователей, они, наверное, все-таки расходятся. Одни исследователи говорят, если текст создается на русском языке, значит, это достояние русской литературы. Надо сказать, что творчество великого киргизского писателя Чингиза Айтматова рассматривается в контексте русской литературы. Я же убеждена в том, что все-таки на каком бы языке этот художественные тексты наших арктических писателей бы не создавались, они являются достоянием того народа, представителем которого является сам писатель. Вы скажете, что же дает вам основание это утверждать? Вы знаете, сами писатели. Есть у нас совершенно замечательный человек, который живет в городе Якутске, который с нами, который является общественным деятелем, замечательным эвенским писателем Андреем Васильевичем Кривошапкиным. И вот Андрей Васильевич Кривошапкин вслед за своим учителем, наверное, по поэтическому мастерству, да, Василием Лебедевым, он сказал: «Мысль моя с эвенской душой». И какая разница, на каком языке эта мысль выражена? На русском, якутском языке. Это все равно мысль эвенская. Надо сказать о том, что литература, если мы говорим о Якутии, да, наша литература, конечно, феноменальна, литература народов Арктики, потому что она не просто двуязычна, билингвизм художественный имеет место быть. Она существует на русском и национальном языке. В Якутии наша литература даже трехязычна. Например, если мы говорим об эвенкийской литературе, да, об эвенкийской литературе, то у нас есть писатели, которые пишут исключительно на русском языке. Есть поэтесса Хангаласского улуса Варвара Васильевна Данилова. Она эвенкийка. Она себя идентифицирует как эвенкийка, но пишет на русском языке. Выпускница литературного института в городе Москве. У нас есть писатель Николай Карлитин, эвенк по национальности. Дмитрий Нестерович Апрасимов, эвенк по национальности. Но языком их творчества является якутский язык. И они приходят к нам уже в переводе с якутского языка. И у нас есть писатель, к сожалению, вот буквально на днях она ушла из жизни. Это Галина Ивановна Варламова-Каптуке, которая жила в городе Якутске.
замечательный писатель, мне кажется, это имя, которое останется в скрижалях истории венкийской литературы и вообще литератур народов России. Она писала и на русском, и на эвенкийском языках. Да? Поэтому вот если вам интересна эта тема, и я думаю, что вообще эта тема, проблема художественного билингвизма, двуязычия, художественного двуязычия, эта тема всегда актуальна. И мне бы хотелось, что если кто-то вдруг заинтересуется, обязательно вы прочитали совершенно потрясающее монографическое исследование московского профессора Чингиза Гасановича Гусейнова. Он достаточно давно, но тема совершенно, эта монография не потеряла своей актуальности. Работа у него называется «Этот живой феномен». Он сам писатель азербайджанский, пишет и на русском, и на азербайджанском языке. И очень интересен его взгляд, да, как и экспертный взгляд, и человек, который живет в этой стихии двух языков, русского и азербайджанского, очень интересный взгляд у него на проблему художественного билингвизма. Еще раз повторюсь, да, что эта тема чрезвычайно важна и для нас чрезвычайно актуальна, потому что, к сожалению, это тоже один еще феномен, да, который необходимо нам исследовать. Прежде чем мы с вами обратимся непосредственно к литературному материалу, я не буду вас загружать какими-то сложными материями теоретического характера, потому что наша встреча научно-популярная. Я, наверное, назову некоторые имена, как я уже начала это делать, обозначу ключевые произведения, темы, проблемы, для того, чтобы вас сориентировать в этой стихии литератур народов Арктики. Но прежде мне бы хотелось вас познакомить еще с одним очень интересным источником. Вот книга достаточно увесистая, мне очень трудно ее держать в руках. Эта книга называется «Лица и лики. Литература малочисленных народов Севера и Дальнего Востока». Здесь обозначен второй том. И мы понимаем, что есть еще одна книга, первый том. Ее автор очень интересный человек, редактор, журналист, главный редактор газеты «Литературная Россия». Это одна из немногих газет, которая сегодня уделяет особое внимание жизни регионов, литературной жизни регионов, и в том числе очень любит Арктику. И вот мне нетрудно было в парк принести эту книгу для того, чтобы вы подержали в руках эту книгу, в руках ее подержали и перелистнули. И посмотрите, какое огромное количество авторов, о которых я, к сожалению, сегодня в рамках нашей встречи не обращусь. Но вы увидите, что их очень много, они очень интересны. И материал, который представлен в этой книге, он написан в очень такой легкой, доступной эссеистической форме. Это такие портреты, зарисовки, встречи автора, не теоретика, а практика, да, журналиста со своими героями. В этой книге это труд нескольких десятилетий Вячеслава Вячеславовича Огрызка, который буквально по крупицам в городах и весях он собрал все материалы, есть материалы, которые поместились буквально в 5 строчках, да, о том или ином человеке, который внес тот или иной свой вклад в развитие литературы. И мне кажется, что, подержав эту книгу в руках и перелистнув, вы представите вот громоздкость вот этого материка, который называется «Литература народов Арктики». Я с удовольствием вам ее передаю и продолжаю наше общение. Пожалуйста. Литература, мы с вами пойдем следующим образом. Я, к сожалению, не смогу, конечно, вот это огромное количество имен охватить в сегодняшнем нашем общении. Я назову имена, и, наверное, это будут имена-медальоны, на которые надо обратить особое внимание, и которые вам будет нетрудно найти, и самое главное, интересно вам прочитать. Литература народов Севера, в отличие от русской литературы, европейской литературы, восточной литературы, возникла достаточно недавно. Ей насчитывается практически 100 лет. В 20-х годах, в 1924 году, мы будем праздновать только 100-летие литературы. То есть она еще достаточно молода. Но это официальная история.
Дело все в том, что обращение к архивам позволили нам сделать вывод о том, что литературы народов Севера зародились значительно раньше. Есть первая версия, что они появились в середине XIX века. Каким же образом? Кто это? Что это? Но признанный авторитет в якутской литературе Николай Николаевич Табуроков, профессор кафедры якутской литературы, один из лучших специалистов в области якутской поэзии, он говорит о том, что нельзя подрезать крылья родной литературе. Он говорил о якутской литературе. И в частности, он говорил о том, что литература якутская начинается даже не, собственно, с произведений на якутском языке, она начинается с переводов на якутский язык. И более того, дискуссионным вопросом является и то, что литературой надо считать еще и переводы религиозной литературы на национальные языки. Первые переводы появились в середине XIX века. Может быть, это, и я ставлю вопрос, начало литературы. Но если мы говорим, собственно, о художественном слове, то архивы нам подарили одно очень интересное имя. Это имя Гамалила Гантимурова. Это представитель эвенкийской литературы. Это первый романист эвенкийской литературы. А надо сказать, что и сегодня вопрос о наличии романа в эвенкийской литературе, он сегодня, этот вопрос стоит. Кто такой Гамалил Гантимуров? Но здесь тоже очень интересная история. Гамалил Гантимуров, эвенк по своему происхождению, в 1896 году написал свою первую драму, которая называется «Из огня да в полымя». Текст этой драмы не найден. Этот текст драмы, он хранится в архивах. Есть сведения, что он находится в иркутских архивах, но для читателей и исследователей доступен его роман, который вышел несколько позднее. В 1904 году у Гамалила Гантимурова выходит роман, который называется «Ганя Хмуров». Вы скажете, ну где же найти? Ехать в Москву, ехать в Иркутск, искать в архивах? Вы знаете, значительно проще. В 2004 году в газете «Илкен», у нас есть такая газета, ее можно найти в нашей национальной библиотеке, этот роман был опубликован в нескольких номерах. Чем он для нас интересен? С одной стороны, он интересен, что это первый эвенкийский роман. Он интересен тем, что это первый русскоязычный текст и русскоязычный роман в литературах народов Арктики. И он интересен тем, что это роман, который является автобиографическим, и в центре его оказывается ребенок. Это судьба драматическая, может быть, даже трагическая судьба маленького ребенка, который оказывается изгоем в своей собственной семье. Прошло практически 100 лет. Темы, которые поднимает Гамалил Гантимуров в своем романе, ненужности ребенка в своей семье, когда ребенок оказывается изгоем, и он поднимает проблемы милосердия, эти проблемы и сегодня, через 100 лет, они, к сожалению, для нашего общества оказываются весьма актуальными. В 1909 году у него вышел еще один роман «Двое в одной шкуре». Но этот роман также оказывается у нас, в общем-то, по существу утраченным. Мы находимся в поиске, найдем или нет, это уже другой вопрос. Но, тем не менее, мы видим, что границы зарождения литератур народов Арктики, они сдвинулись практически почти на 2 десятилетия. Откуда взялся Гамалил Гантимуров? Гамалил Гантимуров – это потомок князей Гантимуровых, судьба которых очень интересна. Ведь эвенки, они ведь живут не только у нас в республике Саха-Якутия. Эвенки живут у нас вообще на территории Сибири. Мы их можем найти в Красноярском крае. Они живут в Забайкалье. И вот Гантимуров, происхождение его именно из забайкальских эвенков. В далеком 17 веке произошла эта история, когда род Гантимуровых, князей Гантимуровых, оказался на российской земле. Как это случилось? Его предки, они служили китайскому Багдыхану. И в одном из набегов на российские ныне территории князь Гантимур увидел величие, богатство, великое пространство российское.
И он со своими людьми, 40 родами, ушел из Китая и попросил, в нашем понимании получается убежище, попросил гражданства России. И таким образом в 1660-х годах род Гонтимуровых с 40 родами эвенков из Китая поселились на территории современного Забайкальского края. Этот род был очень интересный. Почему? Потому что они служили верой и правдой, они были люди служивые, были люди военные, они служили верой и правдой уже российскому царю и подарили достаточно много военачальников. А легенды эвенков, предания эвенков, они сохранили очень интересные сведения, что к роду Гонтимуровых относились весьма специфично. Одни их жаловали и очень любили, потому что это были воинствующие люди, это люди были воины, это были люди чести, достоинства. А с другой стороны, их не очень жаловали бедные эвенки, к которым относились они весьма высокомерно. Но между тем род Гонтимуровых подарил нам первого эвенкийского писателя, который сегодня кардинально изменил наше представление о времени зарождения литератур народов Арктики. Надо сказать, я думаю, что это тоже будет для вас очень любопытно, что в далеком Китае, тем более Китай у нас сегодня стратегический партнер, в далеком Китае, на территории внутренней Монголии также проживают эвенки, которые очень неплохо сохранили свой родной эвенкийский язык среди миллиардного, китайского населения. И сегодня существует в Китае эвенкийская литература, правда, на китайском языке. Понимаете? Поэтому очень интересно, что эвенкийская литература, получается, что даже живет, существует на 4 языках. Мы уже об этом сказали, да? Эвенкийский, якутский, русский и даже китайский. И это все эвенкийская литература. Но надо сказать, что все-таки классическим представлением является то, что литература народов Арктики зародилась в середине 20-х годов. И все это случилось в замечательном городе Ленинграде, который ныне Санкт-Петербург. Это случилось в стенах ныне Института народов Севера, где целевым образом обучают представителей коренных малочисленных народов Севера. И именно там появился, в одном из первых наборов студентов, появился первый писатель, классик литератур народов Арктики и юкагирской литературы, в частности, Теки Адулок. Надо сказать, что у Теки Адулока была очень тяжелая судьба, очень непростая судьба. Родился он в далеком 1906 году. И мы, конечно же, знаем, что в нашей стране в 30-е годы проходили массовые репрессии. К сожалению, он был репрессирован, но за свои неполные 32 года он сделал очень многое. Он стал, во-первых, он стал человеком-ученым. Он успел защитить кандидатскую диссертацию. Но самое главное, что он написал главный труд своей жизни. Это его повесть, которая называется «Жизнь Имтиургена-старшего». И если мы придем сегодня в нашу библиотеку, в любую библиотеку, даже в самом отдаленном наследии, то обязательно на полке найдется такая книга. 3 в одном я называю. Это на первом, на обложке, на лощеной обложке обозначено имя Теки Адулока, его повесть «Жизнь Имтиургена-старшего». В этой книге будет помещена повесть еще одного зачинателя эвенской литературы Николая Тарабукина с его замечательной повестью «Моя жизнь». Она может выходить еще под названием «Мое детство». И есть еще одно имя, которое нам, к сожалению, практически ни о чем не говорит. Это удыгеец Джансики Манко, там, где бежит Сукпай. Чем они для нас, эти авторы, интересны? Что они сделали такого, что они вошли в золотой фонд литератур народов Арктики? Теки Адулок в своей повести он написал драму существования человека на севере. Но эта драма не внутренняя, это не внутренняя трагедия. Вы не найдете там Достоевского, вы не найдете там страстей буквально шекспировских «быть или не быть». Это тихая драма
Такая бытовая драма, которая разворачивается на страницах, которая ужасает нас сегодня с позиции наших дней, но она совершенно обыденная в то время, а время происходящих событий, переход от XIX к XX веку. Главным действующий герой Имтиургин-старший, который по существу теряет свою семью. Именно там Теки Адулок ставит главную проблему не своего творчества, а в целом литератур народов Арктики. Это проблема выживания человека. Причем не духовного выживания. Это та проблема, к которой мы привыкли в русской и мировой литературе. Это проблема физического выживания человека. Потому что человеку противостоит сама природа. А к природным факторам еще прибавляется другой фактор – это человеческий, потому что приходят в жизнь чукчи, хотя он юкагир, Теки Адулок, но он писал о чукчах, родственном народе, приходят другие ценности вместе с пришлыми людьми. Эти люди, кто это люди? Это купцы, это прежде всего люди торговли, которые привносят свое, совершенно непохожее, абсолютно неприемлемое отношение к людям, к делу. И в целом человек пытается этому противостоять. Имтиургин пытается этому противостоять, но мы понимаем, что вот эта цивилизация, а там тоже есть эта проблема человека и цивилизации, к сожалению, эта цивилизация, она человека поглощает. И еще раз повторюсь, что Теки Адулок в далекие 30-е годы, в 1934 году вышла эта повесть, он обозначил тему, которая определила на долгие годы, на десятилетия по сию пору, определила главную проблему литератур народов Арктики. Если мы обратимся к творчеству Николая Тарабукина, то оно, наверное, будет очень интересно для наших самых юных читателей, потому что у кого есть, если мы обращаемся к нашим юным слушателям, то, наверное, у вас есть братья и сестры маленькие. Если мы обращаемся к более старшим слушателям, то, быть может, это дети, более старшие и внуки, да? И я думаю, что как раз вот эта повесть, лирическая повесть о детстве Николая Тарабукина, она как раз будет очень интересна. Ее очень любопытно читать и очень легко читать. Потому что язык этой повести, он разговорный, он максимально обыденный. Мы понимаем то, что там написано, потому что это не всегда случается такое. Что описывает Николай Тарабукин? Он описывает свое детство. Каждое маленькое событие становится большим глобальным событием в жизни юного героя, потому что он открывает этот мир, он взрослеет в этом мире, и мы можем это произведение сопоставить с творчеством знакомых для нас в русской литературе авторами. Это, в частности, прежде всего, конечно же, Горьким, и, наверное, мы можем сопоставить это отдаленно, правда, но со Львом Николаевичем Толстым. И тот, и другой написали трилогию, автобиографические трилогии, да, которые тоже посвящены детству. Надо сказать, что я вот этот момент упустила, но мне кажется, это очень важно, да, и заговорила о Максиме Горьком и вспомнила его высказывание о повести Теки Адулока. Ему совершенно случайно, Горькому, попалась повесть Теки Адулока. И он оставил такую запись. «Я всю ночь читал Адулока и зачитался». Это замечательная вещь. Но учитывая, что в те времена, в 30-е годы, да и сегодня авторитет Горького, он непререкаем, мы полагаем, что, наверное, он был абсолютно прав, и Теки Адулок, имя Теки Адулока сохранилось у нас, в общем-то, до сегодняшнего дня. Надо сказать еще о том, что, конечно же, судьба Николая Тарабукина, как писателя, она была более счастливая, чем у Теки Адулока. Теки Адулока репрессировали в 1938 году, обвинив его в шпионаже. И только репрессировав писателя, репрессировали его творчество. В русской литературе есть такое понятие «задержанная литература». Мы очень редко говорим об этом явлении относительно литератур народов России, литератур народов Арктики. Вот
Теки Адулок, его произведение – это задержанная литература, потому что, когда он был репрессирован, его произведения тоже были изъяты, значит, из библиотек. И только благодаря ленинградским писателям, уже после того, как умер Сталин, и когда у нас прошли процессы реабилитации, и благодаря еще такой замечательной женщине, как Лидия Чуковская, которая написала замечательную статью о забытой книге, имя Теки Адулока вернулось в литературу и было, соответственно, поставлено, и была возвращена в литературу и вернулась вот на скрижали, значит, юкагирской литературы. Вообще литературы народов Арктики, они развивались, знаете, волнообразно. Первая волна пришлась на 20-е, 40-е годы. Это понятно, потому что она существовала, вот эти 40-е годы, они так или иначе ассоциированы у нас с Великой Отечественной войной. Многие писатели ушли, соответственно, значит, на фронт. И, к сожалению, вот эти массовые репрессии, они выкосили достаточно большое количество и писателей Севера, и те, которые, в принципе, могли таковыми стать. И в 50-е годы в литературе народов Севера каких-то знаковых имен, к сожалению, не появилось. Только возрождение литературы народов Арктики началось в 60-е годы. И это было непосредственно связано с приходом нового поколения писателей. Это те, кто родились в 30-е годы. Это те, которые уже в 50-е оказались в стенах, опять-таки, того самого замечательного Ленинградского педагогического института имени Герцена. Потому что именно там взращивалась вот, и вообще интеллигенция из числа народов Севера, и, конечно же, писательские кадры, потому что именно в этом институте, начиная с далеких 20-х годов, начинающих писателей, вообще студентов северян окормляли, буквально окормляли писательская ленинградская организация. С ними работал Маршак, с ними работала Барто, с ними работал Чуковский. Это имена, которые мы помним практически все с глубокого нашего детства. И начинающие писатели, первые писатели Севера в далекие 20-е годы имели счастье начинать работать под руководством этих мастодонтов от литературы. В 60-е годы пришло новое поколение писателей. Сегодня я это имя, дорогое для нас имя, Юрия Сергеевича Рыдхева уже назвала. Вы знаете, это совершенно потрясающая история, как он появился в этой литературе. Потому что вы знаете, его судьба как писателя, она чем-то была похожа, наверное, на появление такого феномена в нашей культуре и в науке, как Михаил Ломоносов. Если Ломоносов пошел с обозом на Москву, то наш герой Юрий Сергеевич Рыдхев, чукотский писатель, он пешком решил дойти до Ленинграда. Вот такова была его великая тяга учиться в Ленинградском педагогическом институте и стать писателем. Писать точно так же, как те люди, которые писали книги, которыми он зачитывался в детстве, с чего, собственно говоря, я начала нашу лекцию. Дебютировал он в далекие 50-е годы. Начал писать на чукотском языке. Я уже об этом говорила. Писал он рассказы. Но потом в какой-то момент у него случился кризис. Критики, которые его очень полюбили, потому что он писал о молодых чукчах, которые приехали учиться, которые окунулись, в принципе, в цивилизацию, он начал в какой-то момент исписываться, повторяться, и критики его начали ругать. Сначала они его называли северным анакреонтом, да? Это великая похвала со стороны критиков. А потом они сказали о том, что не успела звезда Юлии Рыдхева взойти, как она начала закатываться. На него напала, как бы мы сейчас сказали бы, звездная болезнь, потому что он почувствовал себя настоящим писателем. Но он не был таковым, он только начинал. И у него был кризис, был его творческий кризис, который длился какое-то время. Все думали, что он ушел из литературы, но он продолжал писать.
И он вернулся в литературу совершенно потрясающей повестью, которая сегодня является достоянием золотого фонда литератур, действительно мировой литературы. Речь идет о его замечательной повести, как он называл, современной легенды, которая называется «Когда киты уходят». Вот эта повесть, она появилась в 1964 году. Эта повесть совершенно изменила лицо, содержание, интонацию литератур народов Севера, тех, которые начинали. Она совершенно не была похожа на Теки Адулока, на Джансики Манко, на Николая Тарабукина, потому что он, Юрий Ратхел, прежде всего обратился к фольклору своего народа. И за основу своей повести он взял этиологическую легенду, это легенда о происхождении народа. Он взял, значит, легенду о происхождении чукчи. А чукчи говорят о том, что они произошли от китов или от касаток. Вообще чукчи, эскимосы, которые тоже проживают у нас на территории, значит, нашей страны, в культуре этих народов функционируют вот эти легенды, предания, мифы. Я не оговорилась. Да? Почему? Потому что сами носители, сами чукчи и эскимосы, они точно не могут определить, к какому фольклорному жанру точно можно было бы отнести вот этот самый сюжет. Сюжет о происхождении, вообще о великой любви земной женщины Нау и мужчины кита Реу. Вот эта красивая легенда была положена в основу. Какая проблема поднимается в этом произведении? Это проблема понимания. Вы знаете, весь 20 век и 21 век показывает, это был век, 20 век, век войн, это кризис понимания, и 21 век, к сожалению, это наследует. Он говорит о принципе великой любви, что между людьми нет понимания. И это есть начало войны. Если ты сегодня убил своего брата, кита, только за то, что он не похож на тебя, то что будет завтра? Эта повесть была написана более 50 лет тому назад, но она практически не потеряла своей актуальности сегодня. Потому что мы, к сожалению, сегодня забываем читать настоящую литературу. Сегодня так много у нас искушений, скажем так, наших каких-то помощников, гаджетов, что к литературному, художественному, высокохудожественному, классическому тексту мы, к сожалению, не обращаемся. А именно там мы можем найти на вот этих так называемые действительно проклятые вопросы нашей жизни. А почему происходят эти войны? А потому что мы не слышим друг друга. Один из героев этой повести, которого зовут Амаргергин, он покушается на святое. И этим святым является кит, брат по крови. Он, несмотря на увещевание своей бабушки Нау, вечной женщины, которая была женой мужчины кита, он уходит в море, гарпунит кита и приволакивает тушу кита в стойбище. И когда он абсолютно счастливый охотник возвращается в стойбище, то бабушка Нау говорит: если ты сегодня убил своего брата только за то, что он не похож на тебя, то что будет завтра? И вот это завтра мы сегодня с вами, собственно говоря, и видим. Тех локальных войнах, которые имеют место быть, тех локальных конфликтах, которые есть. И это не глобальные войны, это война, которая действительно имеет место в нашем обществе, потому что кризис отношений начинается с нежелания, непонимания и неуважения друг друга. И вот об этом напоминает нам Юрий Сергеевич Ратхел. У Юрия Сергеевича Ратхела одним из любимых авторов был, конечно же, Руссо. Он говорил об этом вот в своей книге, в частности, «Дорожный лексикон». И вот эти, в том числе, руссоистские темы, столкновение человека, столкновение цивилизаций, непонимание этих двух миров, они являются одним из основных в его творчестве. Я бы вам, конечно, очень хотела бы порекомендовать позднего Юрия Сергеевича Ратхела.
Дело все в том, что Юрий Рытхеу, он ушел в 2011 году от нас, но он успел в 90-е годы, начиная с 90-х годов, да, он писал романы. Он написал практически 4 или 5 романов, которые увидели свет уже буквально перед тем, как он ушел из жизни. Это особая история, я, быть может, на этом остановлюсь чуть позднее. Но я хочу сказать, что мне бы хотелось, а в нашей национальной библиотеке это произведение есть, чтобы вы, быть может, вы обратились к такому замечательному тексту, но новейшему тексту, который вышел в 2001 году у Юрия Сергеевича Рытхеу, который называется «В зеркале забвения». Вот это произведение, этот роман, он тоже носит автобиографический характер. Я сказала о том, что литература народов Севера начиналась по существу с автобиографизма. Роман Гамалила Гантимурова «Ганя Хмуров» – это автобиографический роман. Он писал о себе. Вот «В зеркале забвения» – это трагедия. Это автобиография трагедии писателя в современной России, который некогда был очень известен. И он выходит в этом произведении под именем Юрия Гема. И, к сожалению, в 90-е годы, когда все у нас рухнуло и исчез у нас такое замечательное, потрясающее государство, действительно настоящая держава, образованная, читающая, Советский Союз. И, к сожалению, писатели тоже оказались совершенно невостребованными. Вот эта трагедия человека думающего, но невостребованного, описывается в этом произведении. Там появляется герой-двойник, столь знакомый нам по русской литературе. Там появляется мотив зеркала, столь знакомый нам по мировой литературе. И там, конечно, к сожалению, этот роман заканчивается смертью. Вообще литература 90-х годов, и вот Юрий Рытхеу в какой-то степени продолжает эту тему, эта литература, конечно же, очень трагичная, да, очень трагичная. Но надо сказать, что эта трагедия была заложена еще в далекие 30-е годы. Об этой трагедии пишет Юрий Рытхеу в своей повести «Когда киты уходят», и продолжает эту тему уже в своем очень зрелом творчестве 90-х, 2000-х годов. Вот эта тема трагического существования человека, когда действительно появляется проблема быть или не быть, и она из бытовой сферы, она выходит уже на духовный уровень. Вот эта проблема очень четко обозначена в творчестве еще одного очень интересного писателя, не побоюсь сказать, классика литературы, нивского писателя Владимира Санги. Я думаю, что, может быть, у наших юных слушателей даже возник вопрос: это кто такие нивхи? Где же они живут? Да? Живут они у нас на Сахалине. Их насчитывается чуть более 5000 человек. И Владимир Санги среди нас. Слава Богу, он жив, он здоров, ему 85 лет. К сожалению, он ушел из литературы. Он не работает в литературных жанрах, он пишет эссе, он живет в поселке Ноглики на острове Сахалин. И очень часто приезжает к нам в Якутию. Буквально в декабре этого года он здесь был. Здесь живет его сын Денис Владимирович Санги. Очень надеемся, что Денис тоже будет писать, как и папа. Но мы говорим о Владимире Санги, классике литератур народов Арктики. И в частности, я хочу упомянуть его потрясающий роман, который тоже входит в золотой фонд литератур народов Арктики. Это роман «Женитьба кивонгов». Вообще уже само название завораживает «Женитьба», потому что особенно юному поколению, конечно, это все очень интересно. И окунувшись в стихию этого потрясающего романа, этнографического романа, да, мы окунаемся в культуру нивхов, о которых мы совершенно ничего не знаем. Это аутентичная культура народа, язык которого не имеет практически аналогов. Язык нивхов относится к так называемой изолированной группе языков. Около 5000 языков насчитывается в этом мире. И ни один практически язык не похож на язык нивхов. Представляете, как это интересно? Он пишет на родном языке, он пишет на русском языке,
языке и делает свои, в том числе, авторизованные переводы. То есть он работает непосредственно, делает свои собственные, в том числе, подстрочники. И вот этот роман «Женитьба Кивонгов», главные мотивы этого романа, конечно же, они уходят вглубь нивского фольклора, потому что именно мотив женитьбы, поиска невесты, он оказывается основополагающим. Может быть, для наших юных слушателей это совершенно не очевидно, да, в нашей стране, да, когда ищут невесту. Но для малочисленного народа Севера это сверхактуально, поскольку женщина в аутентичном обществе является сверхценностью. Женщина – это продолжение рода. Женщина – это хранительница очага. Женщина – это без нее погаснет семейный очаг и вообще очаг в Яранге. И так как женщин было очень мало на севере, и мы знаем, мы уже имеем представление, что вообще сохранение просто человеческой жизни на севере – это уже проблема, да, то вообще сохранение своего рода, эта тема является сверхактуальной. И Владимир Санги через фольклорный мотив поиска невесты, а это настоящая детективная история, он пытается донести до своих читателей, до читателей-сородичей, до нас, людей, которые совершенно не знакомы с культурой значит, нивхов, он пытается донести вот эту проблему. Если уходит, значит, если женщина, если девочка, которая только родилась, не оказывается просватанной, то, соответственно, та семья, которая не успевает просватать вот эту родившуюся девочку, еще которая находится буквально в люльке, то она может оставить, этот род практически обречен на вымирание. Вот эти проблемы, которые поднял Владимир Санги в своем романе «Женитьба Кивонгов», они имеют продолжение уже и в современной литературе. Это проблема, но надо сказать, что Владимир Санги, в отличие от того же самого Теки Адулука, он актуализирует несколько иной аспект проблемы трагического. Он говорит о том, что род вымирает, потому что умирает душа. Размываются ценности, этнические ценности. И для него сверхважно сохранить родовые национальные ценности. Это есть гарант сохранения рода. Вот эти же проблемы, но несколько на ином витке, поднимала уже, к сожалению, в прошедшем времени, поднимала наша современная писательница Галина Ивановна Варламова-Кептуке в своей повести, имеющая свое имя «Джилтула-река», в своей повести «Рэкет по-тунгусски», в своей сборнике рассказов «Маленькая Америка». Эти проблемы поднимает другой эвенкийский писатель Александр Гурьевич Латкин. Эти проблемы поднимает Татьяна Молданова, мансийская писательница. У нее есть потрясающая повесть «В гнездышке одиноко», «Касание цивилизации». Об этой писательнице мы в Якутии практически ничего не слышали, но ее можно найти в просторах интернета и с этим познакомиться. Эти проблемы поднимает Анна Неркаги, ненецкая писательница. И мне кажется, быть может, для наших, опять-таки, наверное, обращусь к нашим юным слушателям, да, быть может, есть смысл начать знакомство с литературами народов Арктики с просмотра фильма, который не оставит вас совершенно неравнодушным. Но этот фильм был создан по мотивам повестей ненецкой писательницы Анны Неркаги. Повесть называется «Анико из рода Нако», а фильм, который был совершенно недавно, появился у нас в прокате. К сожалению, наши якутские прокатчики не очень поддержали этот фильм, не показали нам в наших любимых кинозалах. А фильм называется «Белый ягель». Попробуйте его найти. И увидев этот фильм, обратитесь к ее повести «Анико из рода Нога», потому что это повесть о нас, о молодых людях, которые уходят из дома, которые забывают свою семью, которые забывают и не берегут ценности своей семьи. Это повесть о нас,
который заставляет нас задуматься, потому что рано или поздно мы все проходим этот путь. Но у кого-то есть силы вернуться, а кто-то уходит и оказывается буквально перекати поле. Человек без роду и без племени. Мне очень бы хотелось, к сожалению, наша встреча подходит уже к концу. Наши организаторы как-то очень активно меня об этом предупреждают. И я, конечно, очень много имен, к сожалению, сегодня не прозвучало, потому что это действительно материк, который только, наверное, мне удалось только обозначить какие-то границы и обозначить время. Значит, те волны его развития, да, это 20-е, 60-е, 90-е годы. Но я очень надеюсь, что наша лекция сегодняшняя, она даст возможность вам открыть для себя вот эти очень необычные по содержанию литературы, с необычными героями, с необычным, быть может, языком. Но однозначно это не будет потерянным временем, потому что в литературах народов Севера нет такого явления, как массовая литература, которая сегодня, к сожалению, нас, к сожалению, буквально захлестнула. Почему нет массовой литературы? Почему писатели не пишут для денег? Они пишут для своих сородичей, они пишут для читателей, они пишут для нас. Они издаются за собственные деньги, потому что они не являются, скажем так, монетизированными писателями. На них невозможно заработать, потому что у народов Севера есть особое, чуткое, сакральное отношение к слову. Прозвучавшее слово, оно священно. Оно даже в фольклоре живет своей жизнью. Оно имеет образ героя, который живет в этом фольклоре своей жизнью. И поэтому бросаться словами, кидаться словами, пустословить – это абсолютно недопустимо. И мне бы хотелось нашу встречу закончить словами Юрия Радхео. Да? Я позволю себе прочитать, да, очень маленькую главочку. Да? Она буквально одна страничка. Главка называется «Я». Она состоит буквально из 10 строчек. Очень маленькая главка. Да? Кто у меня поближе, тот, наверное, увидит. «Я». Местоимение «гм». Ты перевернул последнюю страницу, и если у тебя хватило на это времени и терпения. Но для меня это не последняя страница. По большому счету, эту книгу можно писать всю жизнь, что и собираюсь я сделать. За тебя, мой дорогой друг, я не буду решать. Можешь читать дальше, а можешь на этом закончить свое знакомство со мной. Но на этом тебе огромнейшее спасибо. Выланкаку. Поэтому вам тоже огромнейшее спасибо, что вы нашли время, были очень терпеливы, были очень внимательны, и я очень надеюсь, что вы откроете для себя литературу народов Арктики, и, может быть, эта встреча будет не последней. Всего вам доброго.